В Паводку прошли ежегодные республиканские учения. В них приняли участие больше 50 сотрудников службы спасения. Отрабатывали навыки беспарашютного спуска с вертолета и погружения в воду. На учениях побывала и наша съемочная группа. Репортаж Саргалан Захаровой. Наша служба и опасна, и трудна. Фраза из песни подходит не только полиции, но и спасателям. Сделать шаг в пропасть без парашюта осмелится не каждый, но нередко приходится это делать ради спасения жизней. Впереди паводок. Каким он будет, сказать сложно. Прошлогодний опыт показал, что нужно быть готовым к любым сюрпризам природы. Сложная обстановка прогнозируется это в Колымской группе улусов. Здесь по реке Лени более-менее так. Но служба спасения к выполнению задач по предназначению всегда готова. На учениях в основном молодые сотрудники. Некоторые и вовсе впервые пробуют беспарашютные спуски. Главное не бояться, говорит Андрей Фокин. Молодой спасатель всего месяц в этой профессии. Однако за спиной уже 10 лет работы в пожарной службе. Спасать людей – мечта детства. Конечно, мечта была. Чип и Дейла все смотрели, наверное, в детстве. Хотелось испробовать новое что-то для себя. Какие-то новые впечатления для себя открыть, новые специальности. Повысить свою какую-то профпригодность. А на протоке реки Лены в это время отрабатывают навыки погружений в водолазы. На водолазе 80 килограммов экипировки. Это специальные утяжелители, медные ботинки, плотный костюм. Двигаться с таким весом не так-то просто. Тяжеловато, довольно тяжеловато. А что происходит с организмом? Ну, производится давление, получается, на уши, разница в этом идет. И, как вам сказать, вес. Для краткосрочных погружений используют современную новую экипировку. Но если нужно всерьез и надолго погрузиться под воду, то используют годами проверенную технику. Как, например, это так называемая трехболтовка. Она здесь маркирована 1987 годом. Но впервые такой водолазный шлем произвели аж в начале 19 века. Все благодаря тому, что этот костюм получает кислород не из баллона, а с поверхности. Стоит компрессор, который подает воздух водолазу. С такой экипировкой можно и до 5 часов пробыть под водой. Абсолютно нету видимости под водой. То есть видимость под водой нулевая. Ребята у нас опускаются на дно и на коленках, как говорится, ползают. В принципе, вот если так посмотреть, он так вот руку свою не видит. Отрабатывают движение под водой и, конечно, командную работу. Один водолаз под водой, второй страхующий есть. Получается, если он звуком не может подать сигнал, то он дергает за веревку. Да, совершенно верно. У нас двойная страховка идет. Значит, первое, он на страховочной веревке идет. Вот. А второе – это страхующий водолаз. Водолазные работы проходят круглый год. И даже в декабрьские морозы, если есть необходимость, спасатели спускаются под воду. В прошлом году Бог миловал, говорит начальник подразделения. Погружений было немного. Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Жатай, Якутск.